Пахвалёны Езус Христос. На веки веку. Амен. Сёння мы у гасцях у парафіянкі парафіі Найсвяцейшай Троіцы, у Бярозе, у Натальі Михайловны Паўховіч. Паважаная Наталья, распавядзіце нам, калі ласка, пра вашае дзяцінства. Вось, дзе вы нарадзіліся і як выглядала вашае дзяцінства? Мое дзяцінство выглядало, я сама з Бродскай области, деревня Остров Ляховицкого района. Вы я сям'і я каталіцкай? сям'і православной. Нас было 6 у семье. Мама с папом редко ходили до церкви. Мы тогда в то время нам запрещали ходить в церковь. Мы помню, как Пасха, то переодевались во взрослые одежки, как пойти до церкви. Бо нас в школе наказывали, что мы пойдем у церкву. И мы так и не ходили. Что-то мама, нельзя было, или боялись родители. Но... Скажите, например, а калі вы першы раз упершыню пачулі пра пана Бога, хто вас маліцца вучыў? Меня никто не учил. Я приехала сюда уже такой взрослой, 18 годов мне было. Я даже, можно сказать, что я даже не умела пережигнаться. Нас никто не учил. Мама то редко ходила до церкви тоже, но я не умела. Я покуль не пришла в эту семью католическую до свекрови. Вот там я познала, что там є у хаті Бог. Мне было радостно. Радостно мы поженились, и прошло время, не было тут костёла, и мама нам, свекровка сказала, едьте у костёл, побачиш, як там буде Пасха проходить. И мне было настолько дивно, было настолько радостно. Мы там ночевали в Бресте, мне было интересно. Я целую ночь глядела там, тую мшу была, и там и спать не хотелось. Так интересно мне было. И я с таким радостью приехала до свекрови и кажу, мам, так мне понравилось. Она каже, Наташа, треба повенчаться. Я говорю, ой, я не знаю, я не готова. Мы пошли з ёю до ксёндза, нам ксёндз дав ксёнжечку, мне каже, будешь... А куды вы поехали до ксёндза? У Бресте. А, у Бресте. В Бресте мы в том костёле. Моя мама, свекровка, каже... Который на улице Ленина. Я уже не помню. Это ж уже много... Я ж молодая была, как зараз, то, може, я трохи понимала, где я нахожусь у Бресте. И мама каже, Наташа, ты хочешь повенчаться? Кажу, и мы хочу повенчаться. Каже, а я кажу, что я ни одной молитвы не знаю. Она каже, пойдем зараз до ксёндза. Ксёндз таки уже в годах был. Добре, каже. Я дал мне ксёнжечку такую по-белоруску, бо по-польску ще як я навчуся. Дав, і мама каже, все, учи, і ви приїдете в Брест, і я вас приму, побачу, як ви там вмієте эти патер. І ми так і не приїхали туди. Якраз, може, пройшло год, і приїхав к нам ксёндз Анджей. Помню, перебираем картошку со свекровкою, і підходить мужичок. Похваленный Иисус Христос. Я думаю, что мама говорит. Я не понимала, что даже такое. Направду. А он каже, это ксёндз, я буду ксёндз, будем строить костёла. И мама такая, мы рады, я ж молодая, мама уже в возрасте ж была, уже годов свекровки, годов 50 было. И мы застеснялись. И он каже, буду я ксёндз, я буду бабы Казі, пані Казі жить. Говорит, будь я к вам приду у хату до свекровки, мы пообщаемся, где костёла будем строить. Это ж треба идти было в располком. И он пришел с бабой Казей до свекровки, и мне так интересно было слухать, как они там обсуждают. И они пошли в располком, ходили пані Ганя, это Новик Галя, знаете вы ее, баба Казя. И они ходили в этот располком уже, той уже пляц той, как уже дали. Ну и все, а мне интересно, и думаю, ой, добре, как у нас тут костёл. А вы, вось, як тут жылі, вы кажаце, што трапілі ў каталіцкую сям'ю і так далей. Вы ў дома размаўлялі пра такое, што добра было б, каб, можа, у Бярозе касцёл быў, ці ўвогуле як-то так шкадавалі, што быў касцёл, а ўжо няма касцёла? Шкадавалі. Свекровка ўсё гаварыла, а мяне Алёнка нарадзілася, і моя свекровачка, дай Бог ёй там, і яна возила Алёнку мою у Пружаны ўсё.
у касцёл, а я сама сабе думаю, мама, то что она такая маленькая, 3 годика, а яна дзе Самойлович, дзе автостанцыя, і кожны раз яе брала. А я чого-то я не знаю, я может, дурная была, не понимала, что трэба ў касцёл, трэба ж было мне тоже садиться да ехать с ними, а я не в то время, ну, якая молодая была, дурная, не пригучена к этому. Потом яна доўга, гадоў, можа, якіх і 5 возила всю тую Алену мою у Пружаны. І тут аж раз ксёнз той приехал, тут стали уже той пляц уже дали нам все, а молиться мы ходили у сельхозхимию, нам отводили там такой клубик, и потом у Дом культуры, где ресторан Зара. Мы ходили, вот дети, щиро мне. Я сама себе думаю, у якую я хорошую семью попала. И свекровка нас довела, и меня довела, и всю на мою семью она довела. Да Бога. А калі вы павянчаліся? Мы павянчаліся, я уже не помню, в якому годзе мы павянчаліся. Ну, уже... А венчаў вас ксёндз Анджей. У хаце венчаў нас. Это ўжо, значыць, у 90-х годах было. Можа, і ў 90-х годах ён венчаў. Я ўжо і забыла. А да першай камуніі, споведзі, памятаеце, як вы прыступілі? Прыступіла. Уже ксёндз кажа, будзем павянчацца. Трэба, пані, ён да нас хадзіў. Ксёндз шчыра любіў нашу сям'ю. Ксёндз, ён всегда шчыра хадзіў да нас і кажа, будзем, я кажу, дзе будзе ксёндз венчаць? Ён кажа, дома. Я не понимала такого. Но, кажа, вы готовы такого числа павянчацца? Ой, такія рады, я такая задаволена. Он каже, хорошо, все, мы тут нашиховали стола, все, тут у спальне он уже нас споведал, все, а мне интересно. Галя Новик пришла еще тогда с мужем, пришли Самойл, баба Катя, короче, много тут гостей, и споведались, а мне так диво было интересно. Думаю, боже, какая я счастливая, что я пришла в эту семью. Бо нас мама не доводила, мы не понимали, что тут такое, как пережигнаться, патер того заводить, мы не понимали, мы не знали, нас никто не учил. И мы повенчались уже дома тут. Мне кажется, что я бы народилась на свет. Я приехала до дому, моей маме свою говорю, мамуля, мы повенчались. Она каже, Наташа, а что ты там знала? Я говорю, ну, свекровь мне научила, и патер научила. И она такая, моя мама была задоволена, каже, добре, что я не знала этого ничего, добре, что ты в эту католическую семью пришла. И вот народились дети, и уже стали мы ходить у те уже заведения, в Дом культуры, детей мы брали. Это было для нас, это неделя, это все, там дети не говорили, что мы не пойдем на мшу. И Дима служил. У том Дом культуры, и все, уже потом стали строить эту костела, стали уже мы там помогать с фундамента. Мы с Казимировичем своим с фундамента построили костел и хлебанию кончили. Кажется, я детям говорю, детки, жалею, я уж на работу не ходила. Коли я ходила, я никогда денечка не пропустила, как я не пошла на стройку. А вось збіралася ўжо парафія, як вы кажаце, дзесьці там у клубе, ці ў нейкіх там іншых месцах, дзе вы ўжо маліліся, святая імша была. І эта парафія, колькасць людзей, это было 20, 50, 100 колькости чоловік? Не было много людей. Вот я, як помню, то человек 20-25 приходило. Сразу не было много людей. А на будову? Як строить? Так. Вы знаете, что сразу мало ходило людей. Мало. Может, человек и 10, потом 15, потом уже, як ксёндз наш Анджей стал привозить гуманитарную помощь, и уже люди поняли, что там можно, вот заинтересовался он типа, и тогда уже стали ходить. Но город не ходил. Ходили зитовцы, со Зитова люди ходили, очень щиро, с Углян, а с города мало кто ходил. Можно было даже пальцами пересчитать, кто был из города. І ось ви приходили на пляцоўку, дзе будуецца касцёл, а як вы дапамагалі? Чым дапамагалі? Мы чем помогали? Мы допомагали, в смысле, все робили, и воду с сажалки носили, заливать фундамент, и кирпич. Помню, ксёндз Анджей приедет до нас, пані Наташа, треба организовать, бо привезли хомячи, там 2 машины кирпича. Все, кого знаешь, сообщил, и не было такого, что я не пойду, или там нема часу, у нас такого не было. Значит, сказано, значит, было. Пані Казя, помню, всегда было. Вот мы с Валентином, вот ксёндз. Можно тоже было сразу посчитать на пальцах, кто это допомагал. Мы не могли дождаться.
этого, как нам храм построили, потому что мне самой было уже интересно. Я и патер уже научилась, я уже гнаться, уже мы кушаем, я уже знаю, что треба заговорить патер, треба пережигнаться за столом. Было настолько задоволено, ложимся спать. Мне Валічок мой каже, Наташа, я як прийшла, це було смішно, я як прийшла, треба ложитися спать, а він бере, думаю, некий крижик бере, і я що думаю, за нікого дурного виходжу замуж. Я не понимала, что это робить, он молится. А мне было диво, думаю, ой, не что сам себе говорить, а что это такое? Потом уже мне свекровь каже, Наташа, у нас такой обычай, что вот надо перед сном ружанец говорить, молитвочку заговорить. А мне было диво. Ой, кажу, мам, я не буду. Я кажу, ну то я еще не знаю. Она каже, ну то читай. И вот так выполняла, и мне настолько задоволенность была, радостно, что я приеду до дому, мама каже, ой, Наташа, я довольна, что ты пришла в эту семью. И так вот, мне радость. И была у вас такая надея, что вы эту святыню все ж таки побудуете? Побудуем. Было такое, энтузиазм такий був. Було. Ксьон Станіслав миленький, вже побудував, вже трохи з руба того зробили, підвал. Ходили у підвал. Свята імша там була, да, зробивши каплічку. Там було хорошенько, у нас чистенько, порядочок. Людей шмат було, може, я ж говорю, під 30, під 40, як колі, як зараз у нас мша, люди не постійно, кожен раз, їх, таке количество приходить. Во. І ми там дежурили, помню, ночью, треба дежурити, Ксьонс привез там блоки, і ми ж дежурили там, по одному чоловіку, ночували там, кажеться, божечки, як я ночувала там одна. Боже, кажуть, треба виглядати, щоб хто не украв ті блоки. Я думаю, ні, я не буду виходити, бо ніхто полбу дасть. Як, представте, що сам вийшов, глядиш, може, там хтось щось і брав би, то ти там нічого не говорив би. Інтересно було. І де енергія бралася. Інтересно було. Ксьонс утром приїде і буде казати, ну як ви тут відпочивали? Відпочивали. Де спав, де не спав, де переживав, як то ранок дождать, щоб все добре було. Інтересно було. Интересно. Потом уже встали, побудовали мы уже той костел, давай уже высвечивать. Ксьон Станіслав, як було интересно. Уже шло ксьонзов, і сестер було людей, гостей. Ну вже Ксьонс каже, пані Наташа, треба ж обід робити. Ну і все, вже Ксьонс у бабы Кати там уже мы уже наготовали, там людей, было интересно, ксензов. Мы готовали. То есть там святары приехали. Все свято, может, 40 человек было там. Сестры, люди наши были, Ксьонс пригласил там, яких там, не все были мы люди. Какой-нибудь посчитал нужным. Кто был при костеле звязан, вот, и те мы были люди, вот, то обед робили, я скажу, так хорошо было вообще. Выступали ксензы, благодарили вот за это строительство, очень даже ксензы. А ось як ви, кардинал Свёнтак святой памяти, приехал посвятить костел, и вы зайшли за ему эту святыню, что вы отчували? Нам хотелось оплакать от радости. Чувство такое произошло, что и у нас, и мы дождали ксьонза и костела, и радостно буде наших детей бачить у этом костеле, унуков. А вось, напевно, пам'ятаєте, ось тыя першие уже 25 год. Меня спрашивают, где ты сегодня была в неделю? У костеле. А что ты ходишь? Питання задають, а чого ти ходиш неділю, кожен раз у неділю йдеш? А що ви їм відказуєте? А я відказую, я йду до Бога з дітками. Я кажу, я люблю свою сім'ю. Мені просто кажу, я героїня у костелі, якщо я бачу, я їм так кажу, як я бачу, що мої діти близько возле Бога. Я горжуся гэтым, що діти мої возле Бога. А як бачыце вашага ўнука, які прыслугоўвае, і унучку, якая спявае у Ксьонс Станіслав, я вам даже не могу чувство свое сказать, якая я задоволена. Я прихожу додому з дітьми, кажу, діти, я бы на крыльях лечу з костела. Мне любо дорого поглядеть. Я горжуся гэтымі, что мои дети и внуки стоять возле вас. И горжуся я ими. Як мне Ігор скаже, що я був сьогодні в костелі, я плачу. Кажу, боженька мене учула, наверное, не зря я тебе годовала, що ти біжиш туди, Ігорочок. Ти не пішов на ринок, не пішов у бар. Я чувствую, у мене таке просто, я не знаю, яка мені радость. Приходимо на обід, кажу, дітки, я сама мусить щаслива бабуля, мавтуля. А після святої мши бабуля завжди на обід запрошує усіх? Да, ко мне идем.
Идут дети ко мне. Традиция такая Да, у нас... Вельми прыгожая традиция. Да, у нас, ксёндз, у нас як Валічак мой отошел, да, и мой Димка будет казать: мам, у нас традиция не будет меняться, папы нема, но мы будем все равно у тебе. И мы каждую недельку у меня к обед. Супер. У меня к обеду их никогда, я до них не иду. У меня тут, это, я им готовлю все. Я знаю, что... А яны что приносят вам? И они приносят, они и торт приносят, из мясного что-нибудь принесли, и что-то Юлька спече всегда приносят. Никогда с пустыми руками не идут на обед, на правду. Так само бабулю частують. Частуюсь бабусю. Ну, и мне приємно. Я ж кажу, я така, що, кажется, Боже, мы идем, Юля моя каже: ну, а что-то сегодня будет у мамы на обед? Я уже говорю, что и то я приготовила, первое, и второе хочется приготовить, и что-то спечи хочется им, радостно. Ну, Дима мой каже: мам, традиция не меняется. Конечно, каже, и папы нема, все равно традиция у нас наша. А на свята як зустракаєтеся? На Пасху, на народження? А ми як зустракаємося, ксьондз Станіслав, у нас на коляди, у нас прийнято до дітей йти. У детей. Угу. А уже на Пасху у меня собираемся. Вот так. И все традиционно. И все традиционно. Стол Стол, накрывается. все красиво у нас, все. Мне нас Юля, она такая, я то приготавливаю там кушать, а она уже там украшаю уже все, и на свечке, и сервирует все. стол. Она ей красиво, и она и там дома красиво, и мне дома красиво. Она у нас хозяйка, поэтому. Ну, я там кушать уже все, там, а она уже украшает там, ну, и она у меня умница. Но я радуюсь ими, своими детками, что она такая до Бога, на правду. А платками кламаєтеся так там зичені складаються? Да, мы як патер говорим, все, стая игр, стая у нас игр, все прочитали, погнали платочек, мы жигнаемся, все, любимся, обнимаемся, ожидаем каждому. И тем более я православна, и у нас такого дома в детстве не было. И зараз як прийшла, вот уже сама уже, я ж бабуся, и я просто я радуюсь, что я пришла в эту семью. Я своей свекрови буду, не знаю, я буду ей благодарна, не знаю, як, что она довела и мне, и мою семью. Вот я своим деткам дала, вот это Бога поэтала довела до костела, и я задоволена. Вельми пригожае сведчанне, вы кажаце. То есть гісторыя вашай сям'і, але сведчанне таксама досведу Бога ў вашым жыцці. Вельмі прыгожае. Паважаная спадарыня Наталья, на заканчэнне нашай такой вось прыгожай размовы хочу попросить у вас, что вы хотели б сказаць тым пакаленням, якія будуць прыходзіць у гэтую святыню. У нас уже можа не будзе праз 50 год, але яны, паглядзеўшы гэты фільм, вось что вы им хотели бы сказать? Ой, ксёндз, что им пожелать и тем, кто будет ходить, и своим детям, внукам, каб яны никогда не топтали свою веру, каб яны ее держали, сколько будут, сколько будут жить на яны, и каб яны только возле Бога были, близко-близко. Каб яны сохраняли свою веру, каб яны своим деткам показывали пример, внукам, детям своим, каб не и шли по 2 раза на день у костел. Каб яны возле стояли, возле крыжика, возле ксяндзоў. А вось я зразу вспоминаю, вернемся яшчэ да гэтай будовы. Хтосьці з парафіянаў распавядаў пра вас, што вы рыхтавалі ежу для тых, хто будаваў. Гэта такое было, што вы там часамі нейкія бутерброды, можа, рабілі, ці, можа, якую гарбату рабілі? Что гэта, было такое. Один раз, думаю, ксёндз Анджей наш же голодный. Кто ему там готовит? Баба Катя там готовить, а яна поедет там те материалы заготавливать. И кто ему там будет? Я и борща навару, и второго навару, и уже шмат наварим, навару, и приношу уже так. И дети, кто хочет, кушайте. Уже все, мы не стеснялись, там миски уже у ксёндза были, все, уже мы тую кастрюлю наварю, принесу, ксёндз когда-нибудь приедет, заберет тую кастрюлю, и уже возле костела мы уже кушали. Было такое. Думаю, ксёндз же голодный, его жалко. Кто ему? Эти люди придут додому, то у них наварено. А ксёндз, кто ксёндзу наварить? То было такое, что и ксёндз к нам, и он так будет казать: пані Наташа, я сегодня к тебе приеду, к вам приеду на ужин. Добре. И може годов так 2. И он щиро, и он уже был нам родный, направду. Мы уже его не стеснялись, он был нам брат, я не знаю даже, можно як і сказати. Пані Наталія,
Ад усяго сэрца дзякую вам за такую прыгожую размову, за такое прыгожае Спасибо. сведчанне, вось за гэты Вам тоже. успамін гэтай будовы, нават вось як вы распавядаеце. Вельмі прыгожа. Вялікі вам дзякуй. Вам тоже Пахвалёны спасибо. Езус До Христос. веки веку. Амин.